проведет такой мастер-класс. Больше. Ваня расскажет, покажет, немножко я покажу. Так, ну, Ваня в этом мощный специалист. Давай, Ваня, расскажешь. Всех приветствую. Очень приятно. Много собралось ребят. Сделаем так. У нас будет сейчас разминка вообще небольшая. После мы с Александром покажем какие-то технические действия. Я что-то расскажу. Дальше мы Александра отпустим. И я предлагаю такой вариант, то кого-то буду брать на лапы в ринг и показывать какие-то технические действия, зачем они делаются, для чего, в какой момент. И на этом, я думаю, может быть, еще закончим небольшой физической частью, чтобы там некоторые упражнения были интересны, и вы поняли, насколько они непростые, хотя со стороны выглядят очень просто. Ну все. Так, друзья, пожалуйста, кто старше 16 лет, те в правую часть выходим, кто младше, в левую часть. Первые прыжки. Давайте иногда сейчас в порядке чуть-чуть будет даже стадии. Давайте большие упражнения. Мы чуть-чуть помнемся, совсем немного. Поднимали прыжки, разбивающие упражнения. Я думаю, может быть, всех нам нужно перевести, если хватает, ребята. Кто? Ребята, может не всех, но надо разогреть, подготовить на колени, хотя бы чуть небольшой размер. Хорошо. И поехали. Сразу же не останавливаясь, берем руки в рукой, и круговые движения влево-вправо по аппарату, лево-вправо, право-право, глубже уходить назад, и двигаться. Да, лучше покрыть, ребята, смотрите, туда покрыть, чтобы было хорошо. 10 прыжков, выпрыгиваем в степень, выпрыгиваем в степень, максимально быстро, 10 подряд. Хорошо подышали, 10 прыгиваем, 10 раз. Раз, два, три, выпрыгиваем. Подышали до падения раз, два. Одна нога работает, шаг вперед, шаг назад, идем двумя. Раз, два. Раз, два. И быстренько попробуйте. Да. Руки. И чем быстрее это делается, тем лучше. Для этого надо делать сильно. Раз, два, три, голова вниз, смотрим вниз, не смотрим вверх. И дальше. Хорошо, пытайтесь поменять теперь ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Далее.
удара вперед, 2 назад с контролем, 3 удара вперед. Ноги работают так. Раз, два, три. Мы провели атаку с движением вперед. Сразу же идем назад, но уже другим приставным шагом. Раз, два. Получается, действительно теле. Раз, два, три. Раз, два, контроль. Раз, два, три. Раз, два, контроль. У нас атака, выход с контролем. Пожалуйста. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Хорошо. Дальше продолжаем разметку. Пара. Ну, примерно рост, одинаковый вес, чтобы было удобно, не было очень высоких, маленьких. Смотрите. Внимание. Кто-нибудь мне помогите, пожалуйста, на ринг или спортсменов. Заходите. Упражнение очень простое, но надо четко выполнять. Развивается мышечное чувство и баланс корпусного тела. Останавливаемся, вытягиваем народную руку, чтобы мы можем достать, не шагать. И теперь задание. Ноги стоят на месте. Ноги стоят на месте. И нам те же 15, только мы голову переводим на левое плечо и стараемся обмануть своего оппонента, убрав плечо, имитируя уклон, отклон и уклон вовнутрь. Но не двигаемся ногами, ноги стоят. Попробуем. Не пропустить. Практически мы перевели голову на плечо. И здесь цель. Пока мы стоим в стойке, мы защищены. Только мы начинаем любую атаку, любое текущее действие, атакуешь, контратакуешь, только руку отдам, немного отдам, жесть здесь видно. И большие профессионалы, мастера-лига, они заставляют бить себя и потом пользуются этим моментом, где появляется защита. Стараемся убрать плечо, как боксируем. И руки можно. Не торопитесь, вот это не надо делать. Вот это не работает, часто я замечаю. Да? Нет, как боксируем. А если все делаем то же самое. Сначала левое на левую руку идет, на левое плечо. Только левое работает. Мы не двигаемся. Минут 10-15 сейчас показываем какие-то комбинации, порассказываем. Я держу лапу, Саша что-то будет рассказывать. А после мы Александра отпустим, и если есть желание, мы продолжим уже со мной семинар. Я буду брать некоторых ребят на лапу, многих не возьму, но буду брать какие-то вещи, будем пробовать сделать здесь деньги на лапах, а я буду смотреть, где дырка, где неправильно, а где как правильно это сделать. Смотрим, да? А после вы в парах стоите, на первый второй номер один держит заклад. Держит. Руки. Попробовал один, потом второй. Чтобы вам не стоять, просто не смотреть, а быть в подогретом состоянии.
с Иваном как раз показывать самое начало, с чего начинают обзоры, это разведка, это левый джеб. Вот как правильно ударить, ни в коем случае не оставаться на месте, потому что всегда может последовать ответный удар. Вот сейчас мы небольшое время работаем на джеб, а потом уже будем какие-то комбинации делать. Смотрите, вот сейчас что делаем. Смотрите, ребят. Ребят, вот обратите внимание, просто суета здесь, по быстренькому хотим рассказать вам, чтобы вы что-то поняли. Я левый бью джеб, и Иван всегда, после моего джеба, всегда меня атакует. Для того, чтобы я не оставался на месте. Для того, чтобы я защищался. Вася. И смотрите, я даю вам джеб, накрываю его сверху, Александр, и смещаясь головой в сторону и корпусом еще ставит локоть, предплечье. Если вы заметили, раз, два, а само уходит. Это меняет атаку оппонента, если вдруг пошла контратака. Смотрите. Еще он меняет угол атаки. Быстро скажу, ребят, ничего нет просто так. Здесь все надо думать и постоянно просчитывать. Мы бьем, я бью левый джеб, Саша ушел, поставил блок и сместился вниз на левый руку. Все, он находится в безопасности от атаки правой и неплохой выгодной позиции для атаки своей. Ребят, но это не значит, что мы остановились. Это, если вы проатаковали всегда, ушли, дальше делайте какую-то комбинацию. Состоит от простого сложного, да, первый принцип тренировки постепенность. Также и на лапах мы отрабатываем джеб, смещение, атака и заключающая фаза выход, это был вырок. Да? Александр правильно сказал. Дальше что можно поставить? Например, джеб, смещение вправо, атака раз, два, три, выход шага на опять. Много разных комбинаций развития. Сейчас мы еще пару Атаки опускают руки и защищают еще что-то. Опускают удары, которые потом находятся в нокауте. Так что, когда боксируете, руки всегда на месте. Ребят, смотрите, медленно покажу. Я бью двоечку. Раз, два. И на выходе сразу отсюда. Потому что после атаки тебя атакуют. Вот после того, как я убираю руку, я назад немножко. И на выходе он меня сбоку убил, и я его сбоку. Я руку поставил, а он нет, из-за этого упал. Так что руки всегда на месте. Большие ребята, я говорил, что встречаются разные родственники в любых категориях. Я 67 боксирую в крайней свой бой, у меня не посетили, у меня память, у меня 84. Притом сейчас также встречается ребятами, которые вышли от 10-15 лет. Для этого, естественно, нужна работа много, правильный вход в позицию атакующего. Мы попробуем это показать.
Обычно соперники, которые выше, они держат на дистанции. Вот сейчас мы как раз покажем вам пару упражнений, чтобы подойти поближе к сопернику. Всегда кто меньше ростом, тому лучше работать, конечно, в ближней дистанции. Раз. Сейчас мы будем с Иваном отрабатывать резкий уклон влево и сразу подход поближе. И удар сбоку. Смотрите, ребят, еще раз, большой парень всегда держит на левой руке, контроль у него идет и ногами в том числе. Если мы вовнутрь идем от левого прямого, как по классике всегда, наружу выходим, попадаем под правую, то здесь мы накидываем на глаза жертву, он не бьющий, он просто отвлекающий. И очень круто идем вовнутрь, сюда. Вот здесь должен оказаться. Тогда большому парню очень неуютно. Он не может здесь, если он прозевал первое движение своего оппонента и потерял ноги, он не сможет уже здесь контратаковать или встретить. И поэтому мы делаем вход, это завязка называется. Джек накинул, сюда зашел, и отсюда уже или снизу, или сбоку. Сейчас мы еще и снизу покажем. Это то же самое, только и снизу делаем. Обязательно смещение, обязательно защитные действия с ногами, ребята. Ноги в боксе делают больше 50%, запомните. Потому что все перебежали. Очень простая ассоциация. У кого, где больше возможностей, ну это грубая ассоциация, спастись, скажем так. Большой очень парень и маленький парень. Их закрыли в одной комнате небольшой, там практически бегать некуда. Возьмем большой зал, и можно не догнать. Но это очень грубо, я говорю, поэтому также здесь маневренность и движение ног очень-очень важно для нас в боксе. Так что такие штуки. Покажем одно, Саша. Одно упражнение, Александр вам сейчас объяснит, для выносливости верхнего плечевого пояса. Вы с нами можете это упражнение делать. Мы его сначала покажем, а потом вместе поделаем, и вы прочувствуете его на себе. Знаете, как мы делаем? А потом секем время и 3 минуты попробуем побить. И вы посмотрите, насколько эффективно это, насколько руки устают. Давайте сейчас посмотрим. Смотрите, ребят, делается нагибание постоянно, не надо темпно, идет постоянная работа снизу, можно подкручивать снизу сбоку, но все 3 минуты. Не торопитесь, не бейте сильно, не бейте быстро, потому что быстренько все остынет и закиснет. Поверьте. Сейчас мы покажем, Саша, а потом возьмем 3 минуты времени и вы на первый-второй побили 3 минуты, потом второй 3 минуты побили, ручки держим. Все, и вы поймете все сами.
Ребят, так 3 минуты. Теперь делитесь быстро. На первый, второй, кто будет набивать, кто будет держать. И вместе с нами начнем. Ребят, ну темп, как я бил, вот такой темп нужен. Как я был бил. По Паше в одном темпе. Ребят, право середину, бьем, и быстро не надо, и медленно. Спокойно, Ну и что, как он? Нормально? Смотрите, вы не опускаете ноги. Здесь должно постоянно вот и бам-бам-бам, и пошел, борешь. Как это, чтобы у тебя плечи задевали. Так, сейчас мы это с Иваном покажем через блоки контратаки. Атаки, контратаки. иногда мы защищаемся часто на мышечной чутье, плюс у нас идет через руки, как когда мы боксируем на хорошем уровне, уже по алгоритму, поворачивается раз, два, три, и когда мы приходим в блок, часто позиция удобна для атаки, но она короткая, без размаха. Ну, и поверьте, этого хватает, когда ты берешь раз блок, два блока, и вставить просто на коротком расстоянии, встречный удар бывает очень часто достаточно. Сейчас мы покажем с Александром некоторые варианты этого исполнения. Теперь сразу бывает, когда стоишь, тебе левый сбоку накидывают, блок и вовнутрь со скрутки правой прямой. Развитие правой прямой, после блока левый сбоку на выход. Но это только, ребята, только маленькая часть каких-то приемов, которые
мы нарабатываем, мы используем в спаррингах, в боях против разных соперников. Сейчас мы еще покажем. Ребят, сейчас сделаем так, мы еще сейчас покажем одно упражнение. И дальше мы Александра отпустим, он немножко там интервью даст, а мы с вами поработаем, а после будем уже фотографироваться и расписываться. Хорошо? Ребят, сейчас работа на лобах для взрыва. Чтобы взрывная сила была, атака. Вот сейчас мы вам покажем несколько упражнений. То же самое, набивание. Мы делаем набивание. Вы уже почувствовали, что оно не очень просто, если его все 3 минуты без остановки наносить удары. Но вы запомните, что эта вся работа происходит в конце тренировки. Это заключительная часть идет тренировочного процесса. И мы добавляем еще такие к этому упражнению взрывы добавляем. В 30 секунд. В 30 секунд делаем один взрыв. Взрыв делаем из 3 ударов. И делаем взрыв от 3 взрывов до 6. Сейчас мы вам покажем, как это происходит. Вот идет набивание. 30 секунд прошло. И дальше идет набивание. Это всего лишь 3 взрыва, а мы делаем таких до 6, каждых 30 секунд. Вот еще одну вещь мы в конце сделали. Идет набивание, потом взрыв, 3 серии. И обязательно в конце мы должны закончить защитными действиями. Это уклон, рок, не важно. Потому что когда мы идем вперед, обязательно что-то будет лететь в ответ. Это не будет долго, мы будем по секунд 20-30 каждый, и потом любой желающий в течение 20 минут, 25 мы поработаем здесь. Пожалуйста, первый, кто заходит. Так, друзья, товарищи, ребята, кто принимает участие в мастер-классе, просьба вас остаться на мастер-классе и продолжить его. Вы сфотографируетесь чуть позже. Друзья, кто на трибунах? Для вас сейчас будет организована фотосессия, то есть каждый может подойти и сфотографироваться с Александром. Для тех, кто присутствует в качестве зрителя. Практически зашло. Практически. 3 раза бил, 3 раза там. Не было. Это сейчас не покажется. Не было. Как прямо заходит, так прямо и вылавливает. Я советую бить джеб с маленьким смещением корпуса. Нашей атакой, своими ударами мы защищаемся. Мы не имеем права пойти необдуманно вперед, накинуть джеб с открытой головой. Нужно, это уже, если попроще, стараться траектории выстраивать такие, что если будет встречный удар или контра через блок, то это пройдет мимо. Или как минимум пойдет в перчатку соперника. Вот сейчас я покажу, как я лично бил джеб и бил уже, когда перчатка села. Джеб накидываю. Смотрите, идет джеб. Если я его буду бить встречным ударом, то я просто подставлю под него, я немножко потяну и отдам руку, и человек прилетает сам на этот джеб. Руку ставь.
смелее, смелее прям туда отдавай. Да. Просто джеб. Я подхожу к человеку, к сопернику, я мягко подхожу, и просто я джеб. Я не буду так отдавать, потому что есть вероятность поймать меня на левый сбоку, на встречный и на встречный правый. Поэтому я джеб отдам обязательно со смещением. Раз, два. У меня будет здесь рука подставлена. Здесь. Смотрите. Оп, я дал. И вторым я пойду сюда. Обязательно. И быстро выйду. Я тебя накину на глаза, ты мне контур делаешь. Посмотри, на глаза. Джеб, ты мне контур делаешь, что тебя встречаю. Я вот проверяю раз, соперник тоже меня пытается поймать. Мягко проверил, два, вышел, обязательно контроль. Мягко проверил, вот сюда, обязательно контроль. Я не бью туда сильно, в мой удар должен соперник влетать. Не я должен туда прям свой корпус сносить или силу удара, а соперник, высшее мастерство строится на том, что соперник бьется об свои кулаки. Держим его на кулаках. Ногами и корпусом. Разные движения могут быть, разные технические вещи. Где-то мягко пришел, брали голову встреч, чувствуем, попали удар. И бывает, соперник потерял. Если есть такая возможность, я думаю, что ребят говорят, надо их немножко подтолкнуть, надо им немножко помочь, дать возможность. Главный совет какой можете дать всем собравшимся ребятам, уже взрослым, которые занимаются боксом? Никогда не сдаваться. Знаете, если никогда не поздно, никогда не рано. Надо заниматься, просто делать это с умом, под контролем. Обязательно проходить какие-то медицинские обследования, обязательно, чтобы осмотреть здоровье, чтобы не было потом никаких неприятностей. Понимаете, в боксе курьезы когда случаются? Тогда, когда ребята не следили за своим здоровьем, не смотрели за ним. Сейчас бокс, это травматично, там еще как-то. На самом деле, если посмотреть, сколько людей просто так идут, падают и умирают. Сколько людей просто так, кто-то умирает от пьянства, кто-то еще что-то, наркотиков, миллионы умирают. На это почему-то не смотрят. Я когда разговаривал как раз с родителями, я говорю, отдавайте детей в спорт, пусть занимаются. Они куда отдавать? Я говорю, мальчикам надо отдавать единоборство. Потому что русский мужчина сильный, мощный, умеет постоять за себя, за свою девушку, за свою родину, за своих родителей. А сейчас зачастую, знаете, получается так, что некоторым ребятам это не нужно, с компьютерами всех выигрывают, нормально. На самом деле это нужное дело, это нужно делать. Меня радует, что здесь у ребят глаза блестят, горят. Хочется обратиться к администрации, помогайте ребятам, дайте им шанс достичь своей цели. На второй поединок Кличков-Юрий букмекеры дают 50 на 50, вы как думаете? Я вообще об этом не думаю, если честно. Зачем мне об этом думать? Вы знаете, пусть победит сильнейший. А первый поединок с какими чувствами смотрели? Я, честно, его не смотрел еще. Ну, как считаете, была некая недооценка со стороны Кличко или вообще об этом не думаете? Знаете, Фьюри, он дуповитый парень. Побольше Кличко боксировал, что он больше всех привык боксировать. Но здесь немножко другая тактика. Может быть, не знаю, трудно сказать. Не то, что недооценка. Может быть, не знаю, может быть, знаете, привык в одной манере боксировать, а здесь пришлось уже другой боксировать. Может быть, из-за этого. Трудно Спасибо. сказать. Спасибо большое. Успехов вам. Занималась этим у Ивана Ивановича Летова. Сейчас учусь в училище Олимпийского резерва в Оренбурге. Также продолжаю заниматься боксом профессионально. Планирую дальше на более большой уровень. Учусь на тренера. Начинаете скакать? Да. Как вам сегодняшний мастер-класс? Мне очень понравился. Я довольна результатом. Мне это дело видеть. Правильно, я говорю, так вам было. 80 час. Да, в вашем спорте это правильно, в жизни может быть не очень. Поэтому будем смотреть. Раз, сейчас правда такая, раз делаешь. И пошли. Раз, два, три. Я тебе буду еще подсказывать, да, чтобы я понимал, когда дорога. Бьем, самой бьем, потом чуть-чуть слышишь.
прекрасно слышу. Вау, слышал. 3, и потом нырок. Слушаемся. О, вот это уже интересно. Еще раз. Хорошо. А теперь сделай так. И тот же правый делаешь. Сначала ты подходишь левый. Оп. Оп. Получается, я полез, у меня левый бок вот такой крутит. Я на тебя потащу. Оп, я отжерну. Давай, давай. Стягивай назад. Готовы? Вот. Если да, вот так. Да. Вот он назад. Вот. Я не попаду. Борис Александров.